Добрый день, уважаемые абитуриенты! Мы сегодня с вами проведем консультацию по вступительным испытаниям родной татарский язык и литература. Меня зовут Халиуллина Альбина Габитовна. Я кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языка и литературы Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы. Вступительные испытания по дисциплине родной татарский язык и литература проходят в дистанционной форме, то есть удаленно по компьютеру. Вы делаете тестирование, то есть весь вид экзамена тестирование. Количество вопросов 25. Структура тестовых заданий состоит из следующих разделов. Это фонетика и лексика татарского языка. Второй раздел – грамматика татарского языка. Третий раздел – орфография, орфоэпия и пунктуация татарского языка. Четвертый – основные понятия и термины литературоведения. Пятое – особенности исторического развития татарской литературы. Максимальное количество баллов, которые вы можете получить за тестирование, это 100 баллов. Минимальное количество баллов, которые вы должны получить за тестирование, чтобы иметь право участвовать в конкурсной ситуации, это 50 баллов. То есть, если вы набираете менее 50 баллов, значит вы не проходите тестирование. То есть вы проходите тестирование, но не получаете достаточное количество баллов для прохождения, для участия в конкурсе. Продолжительность вступительного испытания 60 минут. Это для абитуриентов, которые поступают на общих основаниях, а если у поступающих имеется наличие документов, свидетельствующих о ограниченных возможностях здоровья, увеличивается на 1,5 часа. И надо напомнить, что у вас имеется только одна попытка. Дистанционная форма сдачи экзамена включает, как мы сказали, прохождение тестирования. И сейчас обговорим, как пройдет сама процедура входа и тестирования на сайте. Первый вход через логин и пароль, отправленный на электронную почту. Часто бывает так, что абитуриенты говорят, что они не получили логин и пароль. В этом случае, пожалуйста, вы посмотрите папку «Спам». Может быть так, что письма могут попасть в папку «Спам». Последующее посещение сайта под своим паролем. То есть при первом посещении вы входите с паролем и логином, который вам отправлены на почту, и сразу же меняете же при первом же входе свою учетную запись, то есть меняете пароль. И последующий вы входите своим паролем. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Это где фото и фамилия, имя, отчество. То есть вы фотографируетесь с паспортом, то есть чтобы в последующем можно было идентифицировать человека, который проходил тестирование. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. То есть мы говорили, что это время 60 минут, как вы помните. И у вас имеется только одна попытка. И доступ к экзаменам будет открыт с 10 утра до 10 вечера. Мы об этом поговорим. Но вы должны запомнить, что у вас только имеется одна попытка, и отчет времени начинается с того, как вы начинаете проходить тестирование. Инструкции для сдачи вступительных испытаний, то есть это в личном кабинете у вас есть нормативные документы, инструкции о получении пароля и логина и прочие нормативные документы. В инструкции пошагово написано, куда заходить, как пройти тест и другие нюансы указаны. Поэтому внимательно, пожалуйста, ознакомьтесь с документами. Как подготовиться к сдаче вступительных экзаменов? Естественно, вы проходите на сайт приемной комиссии. Во вкладке «Бакалавриат и специалитет» здесь они указаны стрелками. Вот в этом случае вы видите расписание испытаний, например, да, расписание испытаний вы можете найти, все нормативные документы, все информационные документы вы можете найти на сайте.
Расписание вступительных испытаний также находится на сайте приемной комиссии, также во вкладке «Бакалавриат». Вот мы здесь видим, что родной татарский язык и литература, форма сдачи и место проведения указано, что это дистанционно на сайте. Консультации это 23 июля, а подавшие документы с 20 июня по 20 июля проходят 24 июля с 10 утра до 10 вечера, то есть с 10:00 до 22 часов. Тестирование. Резервный день это 25 июля. В резервные дни могут сдавать только те, у кого есть уважительные причины. То есть просто так вы не можете решить для себя, что вы сдадите 25 июля. Должна быть веская уважительная причина, которая принята приемной комиссией. То есть приемной комиссии вашу указанную причину, чтобы она могла принять как уважительную, и только с согласия приемной комиссии вы можете пройти тестирование 25 июля. Основное тестирование проходит 24 июля с 10 утра до 22 часов. Но когда начинают делать тестирование, то и начинается отсчет времени, о котором я говорила. Это 1 час. То есть, начиная делать тестирование, вы не можете отвлекаться на какие-то другие дела, с тем, что вы вернетесь, например, через полчаса, через час для продолжения. Раз вы начали, вы должны закончить тестирование, иначе у вас лимит времени в 1 час будет исчерпан. Это тоже имейте, пожалуйста, в виду. Для подготовки к экзаменам есть программа вступительных испытаний. Вот здесь тоже программа дана, хотя во вкладке написано расписание вступительных экзаменов, там и расписание можно найти, и также вот программа. Программа указана, видите, также желтой стрелочкой. Программа вступительных испытаний, родной татарский язык и литература. Вот сама программа, она выглядит таким образом. Вот для подготовки к экзаменам вы должны ознакомиться с программой вступительных экзаменов. Еще раз говорю, вот на сайте висит такой документ, он подписан ректором, и указаны нюансы, требования даже к компьютерным программам, которые будут поддерживаться для беспроблемного, бесперебойного тестирования. Также указан перечень разделов и даны примерные вопросы и содержание программы. Например, такие примеры. Сейчас мы посмотрим примерное задание. Это задание, как вы видите, по татарскому языку. Первый, например, «Кой сауазларны айткенде ириннер актив катнаша». Вы выбираете один из правильных ответов, который вы считаете правильным. Второе задание, например, «Нишкели харифи куюлган сүзлер», то есть это по правописанию, то есть вы выделяете те слова, которые считаете, что пишутся с мягким знаком. Третье, например, «Койсы сүзлерде йонграу овас сонграу лаша». Также выделяете тот правильный ответ, который вы считаете верным. Сифат ашыклап келген сүз ничек атала? Белгилеу алмашлыгы булмаган жавапны күрсәтергә. То есть очень надо внимательно читать вопросы. В некоторых вопросах есть утвердительные ответы, в некоторых, наоборот, вопросы, то есть в некоторых отрицательные вопросы, то есть те, которые, наоборот, надо белгилеу алмашлыгы булмаган жавапны күрсәтергә. Не то, что белгилеу алмашлыгы булган, а кирсинчә булмаган. Поэтому надо внимательно ознакомиться с вопросами и ответить на них, выделив правильный ответ. Также в программе дана рекомендуемая литература. Желательно использовать данную литературу для подготовки к вступительным экзаменам. Здесь, как мы понимаем, и вы тоже понимаете, что дана литература минимальная, которой можно знакомиться, не говорится то, что нельзя готовиться вам по другим источникам. Если у вас возможность есть какие-то возможность знакомиться с академическими изданиями, пожалуйста, вы можете с ними ознакомиться. А данный список литературы включает в себя справочную литературу, учебные издания,
а также какие-то сборники по подготовке к олимпиадам, к тестированиям и другие. То есть это тот минимум список, который вы должны ознакомиться. Также такой же список имеется по дисциплине татарская литература. Здесь также представлены справочная литература, учебники, школьные учебники. Также имеется дополнительная литература, с которой вы можете ознакомиться и быть уверенными в ответах на тестирование. Контакты, по которым можно обратиться: Насипов Ильшат Сахиатулович, это заведующий кафедрой татарского языка и литературы, доктор филологических наук, профессор кафедры. Здесь указана электронная почта Ильшата Сахиатуловича. Также указаны адреса сайта, где можно найти информацию как абитуриенту, информацию полностью о вузе. И даны телефоны. Первый номер телефона — это телефон Ильшата Сахиатуловича, второй номер телефона — это мой номер телефона. В день консультации свои вопросы можете написать на почту, вышеуказанную почту, или написать в WhatsApp по этим номерам. То есть, прослушав консультацию, если у вас какие-то имеются вопросы, затруднения, вы можете лично обратиться к нам. В целом мы рассмотрели процедуру прохождения тестирования, основные вопросы по подготовке к вступительным испытаниям, технические условия прохождения тестирования, прохождения доступа к тестированию. В целом мы рассмотрели основные вопросы. Если какие-то вопросы есть, еще раз говорю, можете писать в WhatsApp по вышеуказанным номерам. А в целом я вам желаю успехов. Мы вас ждем и очень надеемся увидеть вас в числе наших студентов. Успехов вам. До свидания.